В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марферина Алексеева. Здравствуйте. 18 декабря в Государственной Думе внесены изменения в федеральный закон об отходах производства и потребления в части труднодоступных территорий. Теперь закон позволит учитывать особенности труднодоступных территорий Крайнего Севера страны при утилизации отходов. Данный закон инициировали депутаты Госсобрания Илтумен Республики. Поговорим о новом законе. Гость студии Александр Корякин, председатель постоянного комитета Госсобрания Илтумен Республики Саха-Якутия по ЖКХ и энергетике. Александр Иванович, здравствуйте. Добрый день. Вот совсем недавно председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о провале, начавшемся 6 лет назад, так называемой мусорной реформы. Расскажите, в чем суть этой реформы? Ну, суть реформы – это вот реформа законов по обращению с отходами, производства и потребления. Это общее название. Суть должна была сводиться к тому, что к 30 году по данной реформе должны перейти полностью на 100% сортировку, значит, частичную утилизацию и примерно 25%, то есть не менее 25% мы должны использовать как вторичное сырье. То есть задачи были поставлены очень серьезные. Но, как вы справедливо отметили, сегодня есть большие вопросы по реализации данной реформы, которая связана как раз с особенностями территорий. Страна наша большая, территории разные. Ну и вот таким, наверное, ярким примером является Якутия с нашей огромной территорией, труднодоступными населенными пунктами, низкой плотностью населения. Ну, как-то так. Чем же вызвана необходимость внесения изменений в федеральный закон об отходах производства и потребления? Ну, как я сказал выше, при реализации данного закона, да, вот этой реформы, мы столкнулись с тем, что физически нет возможности исполнить этот закон. То есть наши труднодоступные населенные пункты, сегодня примерно 220 населенных пунктов таких, где нет круглогодичного транспортного наземного сообщения. Да? То есть по закону мы должны, как коммунальная услуга, ежемесячно производить вывоз и утилизацию мусора. Но в связи с тем, что, вот, как я сказал выше, нет возможности физической, мы не можем исполнить этот закон. И в 2022 году, значит, нашей республикой был инициирован вот этот законопроект, который вносит изменения в существующий закон и в части вот как раз вот этих условий. Какие изменения предполагает закон? Ну, во-первых, это само понятийное такое определение труднодоступной территории. Сегодня отсутствует вообще в целом в законах понятие труднодоступная территория. Мы этими изменениями, которые предложили, ввели это понятийное определение труднодоступной территории и, значит, ввели некоторые другие тоже определения в части, например, перегрузочные площадки. Это те вещи, где должны складироваться, копиться вот эти твердые коммунальные отходы. Как началась работа по законопроекту? Как я отметил, в 2022 году мы инициировали данный законопроект. Значит, он нашел одобрение в 18 субъектах Российской Федерации, потому что схожие условия есть не только у наших соседей, по северу, арктическим территориям, и даже в центральной Якутии, как и вот в некоторых регионах России, есть такие труднодоступные населенные пункты. Поэтому мы получили живой отклик, большую поддержку. Но не секрет, значит, законопроект шел достаточно трудно. Были несколько редакций законопроекта, очень большую, значит, работу провели и сенаторы наши, да, и вот Егор Афанасьевич Борисов очень большую работу провел, Сахамин Миланович Афанасьев. Значит, со стороны республики большую работу провели
практическую работу в части редакции. Это Наталья Ильинична Готовцева, замминистра жилищно-коммунального хозяйства, Аял Вениаминович Кундяйцев, да, замдиректора департамента по энергоэффективности. Вот они практически в таком ежедневном режиме отслеживали прохождение законопроекта на площадке Госдумы и очень оперативно, значит, включались в работу по изменению и текста, и формулировок. Ну, как проходил законотворческий процесс, если подробнее, с примерами? Ну, законотворческий процесс достаточно такой емкий, да. Были несколько площадок на Государственной Думе, несколько круглых столов. У нас ежегодно традиционный форум «Арктика» проходит. На этой площадке тоже озвучивали, да. Ну, старались озвучить везде, где есть возможность. Потому что вопрос очень актуальный. Неисполнение закона чревато разными санкциями прокурорского контроля. И для территорий таких, как я озвучил, труднодоступных, неисполнение, конечно, вызывало большую тревогу. Поэтому это все понимают, все понимали. Большую поддержку оказала в то время заместитель председателя правительства России Абрамченко. И вот мы получили в конце, уже в третьей редакции, положительное заключение правительства. И в первом чтении он прошел у нас в марте текущего года. И вот к нашей радости 18 декабря получили мы уже и второе, и окончательное чтение. Поэтому мы очень рады, что наш законопроект нашел поддержку в Государственной Думе Российской Федерации. А какие же субъекты, коллеги из каких субъектов также активно подключились к обсуждению, поддержали? В целом, кроме труднодоступных территорий, там есть масса разных специфических моментов. Я сейчас полностью не могу прокомментировать все эти условия, но там касается даже этих грунтов, которые называются компост, да? То есть не только труднодоступные. Кроме 18 субъектов, которые относятся к арктическим территориям, Центральной России в виде поправок внесли очень много предложений, которые касаются именно и Центральной России. Поэтому без одобрения и поддержки субъектов нашей страны мы бы и не получили закон. Поэтому просто мы, наверное, попали куда надо, да? Именно с практической части прикладного характера, именно изменить подход к труднодоступным территориям, изменить подход к каким-то понятийным определениям. Нас поддержали. А когда же закон вступит в силу? Можно уже говорить о таких сроках? В целом он вступит в силу с сентября 2025 года, но в части труднодоступных территорий он войдет в силу уже с 1 января текущего года, будущего года, буквально через несколько дней. Ну, бюджет на следующий год у нас уже принят. Заложены ли средства на реализацию проекта? Тут, значит, надо понимать, что вся наша территория республики поделена на определенные категорийные зоны. За каждой зоной определен региональный оператор. Каждый региональный оператор сегодня рассчитал тариф, по которому он должен работать, да? И, соответственно, сегодня мы даем им право этот тариф применять, применительно уже к каким-то населенным пунктам. А известно ли, насколько подорожает тариф в Арктике? Нет, вопрос так сейчас не стоит. Как сейчас обстоят дела с вывозом такого в труднодоступных территориях у нас, именно в Республике Якутия? К сожалению, сегодня я вернусь сначала. Мы не можем исполнить закон ввиду физической невозможности. По территории республики сегодня у нас порядка 71% территории населения пользуются этой услугой. Это те населенные пункты, где возможна реализация этого закона, то есть вывоз мусора. Как я сказал, 29% сегодня отсутствует полностью возможность. Но с 1 января у нас появится возможность
при открытии зимников раз в год вывозить мусор. И по закону мы имеем право его копить вот в течение 12 месяцев. А вот тоже интересно, где эти станции перегрузочные, где весь мусор складируется, будут ли они еще как-то, не знаю, постройки различные? Ну, сегодня вот закон принят, будут подзаконные акты в виде постановления правительства, скорее всего, республики, где определят, в каком виде, какие площадки эти должны быть по населенным пунктам. Или будут просто там ограждения, или будут какие-то бетонированные площадки, да, то есть это вещи, которые определяться уже по постановлению правительства. По ходу дела, да? Какой результат ожидается с реализацией этого закона? Ну, опять же, я возвращаюсь сначала. Это стопроцентная сортировка мусора. Не секрет, сегодня потребление, значит, достаточно большое, да, и производство вот этого мусора. И сегодня в части вот экологической безопасности и в целом, значит, требования очень жесткие. И, ну, опять же, повторюсь, сама суть мусорной реформы – это вот уход от как раз свалок путем утилизации, захоронения, вторичной переработки. Ну что ж, спасибо вам большое, Александр Иванович, за то, что вы уделили время и ответили на такие актуальные вопросы. Но я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.